В качестве образования слияния Ижемского и Усинского политехнических техникумов волнуются общественники. Объединение СУЗов не наша прихоть, отвечает Владимир Уйба. На федеральном уровне введена обязательная практическая подготовка и демонстрационный экзамен. Для этого нужны аккредитованные площадки, современные лаборатории, оборудованные мастерские. Не везде есть такая база. Объединение – выход, но не может быть и речи о сокращении кадров или учебных мест. Ни одно направление подготовки закрыто не будет. Это должно быть одно юрлицо. По сути, мы сейчас, подделываясь под этот закон, де юре создаем вот эту цепочку из 2-3 техникумов с головным в Сыктывкаре, например, или в Ухте. Но я сказал, что я буду лично следить, не дай бог, хоть одно место вы закроете. Район остановился в развитии. Все, что делается для поддержания жизни, так говорят общественники Ижмы. Федеральные программы для строительства на селе есть, но разработать проектно-сметную документацию в районе не на что, да и некому. Из отдела архитектуры, где работает всего 4 человека, за последние 3 года уволилось 9 специалистов. В бюджете района у нас очень мало денег заложено на проектирование. Если сравнивать, значит, я вот смотрела, я даже не голосовала за этот бюджет, воздержалась, потому что, так, я скажу, меньше 1% от бюджета у нас заложено на проектирование. 6 миллионов в год, на этот год. Из них сейчас, конец мая, у нас эти объекты не начаты, не было даже аукциона. В Ижме нет канализации. Собираются проектировать 4 года подряд. А без коммунальных сетей не пройдет экспертизу и проект школы в райцентре. Подход к развитию сельских территорий нужен иной, чем к городу. Владимир Уйба поддерживает предложение ижемцев о передаче полномочий по проектированию объектов с муниципального на республиканский уровень. Кроме того, обсуждают развитие отраслей, ремонт дорог, занятость населения и поддержку производителей. Например, местным фермерам сложно конкурировать с федеральными сетями. Продовольственная группа «Изьва» в деревне Диюр в прошлом году реализовала на 14 тонн продукции меньше. Тем временем это прямая поддержка личных хозяйств. Почему это интересно? Потому что наши фермеры тоже хорошо доили, и скот сами не дают нам молоко. Полный цикл переработки и производства сельхозпродукции. Более 300 трудоустроенных. Молочная ферма, молокозавод, мясной цех, пекарня, кондитерский цех. Сырье поставляют в соседние районы, скупают продукцию не только магазины Коми, но и НАО. Кроме того, Олег Терентьев занимался строительством, но на близлежащие объекты привлекают рабочих из других регионов страны. А свои сидят без дела, сетуют предприниматели с Диюра. Предложения, озвученные ижемцами, будут детально проработаны. У каждого района Коми свои особенности, отмечает Владимир Уйба. Их нужно учесть в общей программе комплексного развития республики, над которой руководитель региона уже начал работать и ждет помощи от общественности. Повстречался с основными представителями общественности, депутатским корпусом. Хочу сказать сразу, удивительные люди. Люди, которые болеют за свою землю, за свои села, деревни, вот как за свое личное. Ни одной просьбы не было, мне нужно лично что-то решить. Все вопросы обсуждались именно комплексного развития сел, деревень и районов в целом. Несмотря на удаленность, муниципалитет может приносить финансовую пользу. Это говорят уже активисты Усть-Цилимского района. Здесь много леса и земли. Одного картофеля можно вырастить на всю республику. Но сначала нужно вложиться. И тут, конечно, тоже важен особый подход. Например, по транспортной доступности, учесть сложности речных перевозок. Раньше по Печоре ходили и пассажирские теплоходы. Сейчас река местами совсем обмелела. Есть свои нюансы и в содержании дорог в районе. Часть из них, например, разрушает паводок. У нас же эти зимники, они фактически все идут по пойменной низменности. Среди ключевых оврагов это все сметает, делается. Их надо проводить заранее, в летний период. Даже добраться туда трудно. Но для того, чтобы были качественные зимники, а в этом году особенно столкнулась, вода была высокая, потом упала, лед повис, приходилось нарывать, делать. Их надо делать заранее. Для этого должны быть финансы. Встречи Владимира Уйба с общественниками 2 районов продолжались по несколько часов. Активисты уже сделали первые шаги для развития своих территорий. А это вклад и в развитие всего региона. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган, Ижемский, Усть-Цилимский районы.